В самое ближайшее время будет сформирована вся необходимая законодательная база по борьбе с синтетическими наркотиками, так называемыми спайсами. Уже в третьем чтении 23 января Госдума Российской Федерации рассмотрела и приняла законопроект о запрете употребления и распространения спайсов. И создание новых видов синтетических наркотиков, мы знаем, неоднократно это обсуждали, долгое время оставалось одной из главных проблем в борьбе с распространением психотропных веществ. Теперь ФСКН России будет наделен полномочиями по формированию реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ. Я напомню, что инициатива о наделении ведомства этими полномочиями исходила в том числе и от нашего региона. Это те решения, которые принимались и на Республиканской антинаркотической комиссии, ну и, собственно, на ваших коллегиях. Я еще раз напомню, что случаи, связанные с отравлениями психотропными веществами и вообще с потреблением наркотических веществ, получают очень широкое общественное обсуждение и влияют на оценку населения, в первую очередь, власти в целом, ну и, конечно, на оценку населением работы правоохранительных структур. В борьбе с наркотизацией общества очень важны обдуманные решения. Необходимо принимать действенные и эффективные меры, и самое главное, те мероприятия, которые мы, собственно, с вами начинаем, доводить до абсолютного логического завершения. Мало выявлять причины, мало выявлять обстоятельства, при которых расширяется, к сожалению, вот эта негативная практика в республике. И даже мало ставить цели правильные. Важно те решения, которые мы принимаем для достижения этих целей, доводить абсолютно, еще раз говорю, до логического завершения. Важно достучаться до той целевой аудитории, которую мы, собственно, и определяем для себя. Мы неоднократно говорили о том, что та профилактическая работа, в том числе в средствах массовой информации, которая у нас идет, не должна носить, скажем так, формальный или устаревший, что ли, характер. Но положа руку на сердце, из здесь присутствующих, хоть один человек видел практику, когда подростки, о которых мы с вами говорим, особенно относящиеся вот к той категории, которую мы сегодня обсуждаем, да и вообще в принципе подростки читали бы там активно свои там районные газеты, печатные средства массовой информации. Да даже, сказать, обращали внимание там на тоже телевидение. Все мы прекрасно понимаем, где сегодня подростки черпают информацию и, собственно, проводят там свое время. Это интернет-ресурсы. Соответственно, и работу нужно в первую очередь ставить и, сказать, усиливать именно в тех направлениях, которые являются наиболее востребованными каналами получения информации со стороны этой же молодежи. Поэтому считаю, что вот такую профилактическую работу, такого рода материалы, которые направлены на борьбу или на предупреждение распространения наркотиков, распространять в первую очередь на ресурсы, которые популярны среди молодежи.